Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Галга, кто они и как они образовались. Начнем с того, что это искусственно созданный народ путем объединения частей народов, чеченцев, кабардинцев, нагайцев, осетин, кумыков, грузин и армян. Об этом пишут сами ингуши, например, Мальсагов в книге «Происхождение ингушских фамилий». Большая часть ингушской нации состоит из чеченских тейпов, которые ввиду обстоятельств, ради комфортного проживания или еще из-за чего-то, поменяли имя своей нации на галга. Зачитаем вам то, как ингуши пишут о образовании народа галга. Книга Мурата Зязикова «На рубеже столетий». Возвышение общества галга достигло того предела, кода его члены уже стали подумывать об избрании князя из своей среды. Хотя форма княжения так и не была создана, но некую организующую роль среди своих соседей стали занимать представители именно галгаевского общества. Это видно из другого предания. Некогда именитые мужчины фипинцев, чулхоев, галгаев и цхароев собрались у места трех крестов. Все они с сожалением говорили, что каждый шахар, общество, определился жить обособленно, что нет между ними согласия. В то время в фяпинском обществе мужчин называли хурхал, женщин гарбаш. О многом говорили собравшиеся, потом от галгаевцев сказал слово некий умный мужчина, он был хорошо одет. Подпоясывался ременным поясом, а фипинцы поверх таких же поясов носили еще и широкие матерчатые пояса, кушаки. Галгаевец говорил очень толково-убедительно. Из-за того, что мы разобщены, враги часто нападают на нас. Если мы объединимся, то каждый из нас станет сильнее, нам нужно забыть слова хурхаль, гарба. Нужно убрать широкие матерчатые пояса. Если мы объединимся в один народ, то, подобно другим, сможем поселиться на плоскостных землях, о многом таком говорил он. После его слов все, кто был на месте трех крестов, решили забыть слова хурхал и гарбаш, убрать широкие матерчатые пояса и всех называть одним словом галга. На память об этом событии они и установили эти три каменных креста. Вскоре на этом месте состоялось объединение всей страны, и люди в полном согласии стали обживать равнинные земли. Памятник места трех крестов в народной памяти символизирует единение галгаевского, соринского, чулхоевского и фяпинского обществ. Книга Яковлева, Ингуши, страница 29. Однако именно массовое выселение из гор на плоскость нарушило начинавшееся слагаться в горах резкое экономическое и политическое преобладание одних родов над другими и перестроило все взаимоотношения людей в Ингуши. Взамен скотоводства развилось земледелие. На ингушей стали давить более сильные соседи – кабардинцы и потом русские. Накопление богатств стало совершаться иными путями. Тут впервые борьба за землю на плоскости и давление соседей заставили отдельные роды и разрозненные племена ингушей сплотиться и почувствовать свое единство. Только теперь стало возможным объединение их в один народ, и, можно сказать, на наших глазах родились ингуши, как единый народ, как единая национальность. Название господствующих родов, галгай, было перенесено на всю народность. Теперь вы знаете, как образовался народ, ингуши. Маленький искусственно созданный народ, который пытается всем доказать, что они самые древние, и что все вокруг произошли от них. Но на самом деле, они произошли от всех соседних народов.